КПРФ совещаюсь с жителями, проживающими по адресу Лиза Чайкина. Опять. 5/1, да? Расскажите, пожалуйста, про проблему вот именно с вашим домом. Какая там сейчас стоит ситуация? Здравствуйте. В общем, дело было в том, что есть один человек, фамилия его Альтерман, и Прошутинский. В данное время у нас ведется с ним судебное дело, да, в том, что он нас обманул, как бы ввел в заблуждение. Должно было быть так, в общем. Мы деньги, ну, как бы собрали деньги, им отдали, они должны были, получается, вот, ну, сначала мы были в пай накопления, а потом перешли как бы в долевое. Он должен был полностью дом на нас перевести. А он сделал так, что, получается, на этой земле два кадастровых номера. Один, на котором указаны мы, 45 дольщиков, да, и еще там есть 20 человек без документов, которым не дал их доли. И на другом кадастровом номере фамилия, имя нашего, ну, в кавычках, застройщика. Очень интересно. Да, вот такого не должно быть. Полностью все должно нам. И из-за этого мы сейчас с ним судимся. То есть, получается, если бы он все по-нормальному сделал бы, да, мы могли бы нормально ввести дом в эксплуатацию и уже не быть дольщиками, а иметь каждую собственную квартиру. А сейчас, получается, вот это все, 54 квартиры, да, у нас 45 человек с документами, непонятно же. Ну, доли, получается, это же не как квартира, это просто кого-то часть дома тебе принадлежит. Я понимаю, мы обращались, да, мы обратную связь он говорит вам, что он вообще как-то выходит с ну, вами он, на связь? он говорит, что этот человек говорит, кого что он как бы не виноват там, кого-то он не обманывал там, да. Сейчас мы с ним судимся. Мы просто попросили у окружной администрации, чтобы дом ввели в эксплуатацию. Если они это сделают, то получается они защитят нас. И тогда мы свои квартиры сможем зарегистрировать. Им надо просто, мэру надо распоряжение написать, что он хочет дом ввести в эксплуатацию. А дом не введен в эксплуатацию? Нет, не введен. Что администрация говорит? Она участвует в судебном процессе? Нет, не участвует. Я просто хотел самое главное сказать. Ну, было же такое дело недавно, что вот филармония, где Сосярское озеро, то же самое. Не было разрешения строительства, но они же его до конца доводят. Так пускай наш дом тоже доведут. Неужели у нас в городе двойные стандарты? 54 человека ничего не стоит, что ли? Вот женщины стоят 60-70 лет, там еще постарше есть. Две женщины даже умерли, не дождавшись этого от стресса. То есть вы не являетесь собственником посадки, да? Пока нет. Пока нет, да? Но мы деньги все заплатили, все Да, уплачено. конечно. У нас договора, все есть. Просто я говорю, если окружная администрация пойдет навстречу, дом ведет в эксплуатацию, тогда, получается, они нас защитят, своих жителей. И тогда мы сможем уже зарегистрировать свои квартиры. Понятно. А как мы сможем с вами составить коллективное письмо, то есть, чтобы там были подписи всех жителей, Да, с конкретными конечно. приложениями документов и все остальное, чтобы можно было пойти с этими документами обратиться в суд? Да. Можно будет сделать, да? Да. Хорошо, но мы как члены КПРФ постараемся вам в этом помочь. И все, что от нас зависит. Сегодня же дело у вас идет уже? Да, идет дело. Какие последние, что судья вообще говорит? Так, у нас же городской суд был, его же, по-моему, перенесли, да? Или был? Если я не ошибаюсь, у нас должен быть городской суд, его перенесли, по-моему, на 17 августа. Предварительные были заседания? Предварительные заседания были. Я просто хотел сказать, что вот я посмотрел по законодательству, да, если мы даже выиграем это дело, то у этот человек должен быть всего 3 миллиона максимум, а он обманул людей на 140 миллионов, понимаете? Если, скажем, ничего не получится, денег как будто бы не вернут, понимаете? А если мы мэрия дом зарегистрируем, да, то уже не важно будет, выиграем суд, проиграем, уже получается мы получим свои квартиры. Мне кажется, это было бы справедливо. Ну сейчас у вас все функционирует, да? Да, ну просто видите, получается, вот вы бы хотели жить в доме, да, когда вот, допустим, вы живете, да, и неизвестно, допустим, проиграете суд, и вас могут это отобрать. Вы бы, наверное, не хотели в таком доме жить? То есть дом, который не является вашей собственностью, правильно? Нет, дело в том, что земля принадлежит нам частично, а частично этому застройщику, который все, по идее, на нас должен зарегистрировать. Я так понял, он нас обманул просто, простыми словами. Ну да, ввел в заблуждение. Потому что, понимаете, если бы дом нормальный был бы, да, такого вот, допустим, вот сейчас же дома строятся, такого же не бывает, что к вам приходит мэрия, да, и говорит, я хочу ваш дом снести. Мэрия 2 раза подавала в суд на снос. Ну, они как бы это говорили под предлогом ДРЗТ, договора развития застроенной территории, да. Ну, мы посмотрели законодательство, ДРЗТ бы не прошел бы, понимаете. Мы посмотрели, за ДРЗТ не прошел, поэтому против этого были. Они говорили, как будто дом снесут,
и выдадут квартиры, построят дом с вечкой, выдадут квартиры. Но мы посмотрели, что это выдают только тем, у кого получается все нормально с документами, и это единственное жилье. Если обманутые, если Да, а обманутые, вы представляете, у нас проблемы с документами, да, а вдруг дом снесут и скажут: «Ой, ребята, у вас же проблемы с документами, выходите отсюда». Такое же тоже может быть, согласитесь? Нет, ну этого не допустим. это- Нет, ну просто я понимаю, но такая вероятность, как я думаю, была, потому что, понимаете, одно дело, когда в деревяшке живешь, да, это тебе отец дал, сам уехал, и ты единственный хозяин, да, там, вот, в этой квартире. Тебе приходит мэрия и говорит: мы снесем дом. Ты соглашаешься, сносит и строит. У него нормально все с документами. Конечно, он спокоен, но мы не спокойны. В этом, я так понял, заседания еще вообще ни одного не было. да? Нет, у нас заседания были, но мы говорили, что мы... Прокуратура участвовала? Да, конечно. Какая позиция? Ну, в общем, да, вот мы там с депутатами тоже разговаривали, и они говорили администрации: давайте ведем эксплуатацию, а они отмалчивались. Ни разу не было такого. Почему нельзя просто дом вести эксплуатацию? У нас все подведено уже, все ресурсы. Мы постараемся дело до конца довести. Всё это. В городском суде, наоборот, нам можно жить, сказали. Чтобы... Нет, тут дело-то не в Только этом, нам не дело дают в том, этого. чтобы именно конкретно было вести в эксплуатацию. Да. Это немножко другое. просто. Я думаю, тут администрация должна свою позицию уже конкретно высказать, ну, стать на вашу сторону. Да, Я думаю, глава и это второго всё округа. сразу, и все дело сдвинется с места. Ну, быстрее намного, как вы правильно сказали. Если они признают, соответственно, вы будете собственниками. А уже по земле уже решение суд, я думаю, вынесет, что это ну, ваша собственность, ваша земля и застройка вашей Тем территории. более, я так понял, вы в полном объеме все захватили, да? Да? Ну, лично я в полном. Ну, большинство людей. Я не знаю насчет всех, но большинство 100%. Здание было, я так понял, кооперативное, да? Особенно вот, Ну, как собрались, получается, заплатили, Да. застройщик поставил, да? Да. И вы не являетесь собственниками, грубо говоря, в полном объеме. В полном объеме нет. ну, объемы там. И получается, у нас был пожар, застройщик говорил, что я там приеду, сделал, он ничего не сделал, мы за свои деньги крышу заново построили. Потом, получается, там... Мансардная часть. Да, мансардная А часть. регистрация все проходит, вам ставишь там, что вы тут зарегистрированы, да? Ну, получается, когда вот где делаешь выписку из ЭГРН, показывает, что на этой земле столько-то людей зарегистрировано. И самое интересное, что этот человек, когда регистрировал, да, есть один кадастровый номер, на котором как бы мы 45 человек дольщика по документам, да, и он указан на этом участке, и нету обводки дома, понимаете? Я ходил в администрацию, в окружную администрацию, чтобы они просто нам сделали обводку дома. Если они это сделают, то как бы мы уже практически А по получаем кадастру права. тогда получается как вообще здесь? Я Вот если кадастровую карту смотришь, есть два кадастровых номера, 629, и когда его вбиваешь, там указывается Эльтерман и Прошутинский, который, ну, дом строили, да? Вот, и когда туда вбиваешь, он показывает обводку дома. Типа вот дом вот на этой земле находится. А когда вот наш кадастровый номер вбиваешь, он показывает этот участок, но нет обводки дома. И мы ходили в администрацию окружную, да, чтобы они это сделали, но они сказали, что это только через суд. А ведь они же нам должны пойти навстречу. Неужели они не понимают, что они пытаются нас обмануть? Если бы они сказали: хорошо, давайте сделаем, проблем бы вообще не было. Понимаете, у них там проблема вся. Пускай это люди узнают, сколько можно. У нас понятно, вот, руководитель есть организации общественной, как раз Просто я, которая извините, что- борется за подольщиков. Извините, что перебиваю, просто я хочу сказать. Самое главное, окружная администрация, пожалуйста, послушайте. Вы же вводите филармонию за 18 миллиардов, у которого не было разрешения на строительство. Так наш дом тоже введите. В чем проблема? После пожара мы уже 3 года. Сами восстановили. Ну, в общих чертах понятно, но мы с вами будем сейчас на связи. То есть составим письмо коллективно. Как раз этим занимается. У нас некоммерческая организация есть «Очаг», которая занимается как раз таки вот обманутыми дольщиками.